«Дедушка, я разговаривал с бабушкой Машей, которая лежит под клумбой во дворе. Когда мой маленький внук сказал, что бабушка зарыта под цветочной клумбой во дворе многоквартирного дома, я рассмеялся. Я и не подозревал, что он говорит правду. Правду, которая лишит меня сна на долгие годы. Меня зовут Виктор Петрович Соловьев. Мне 67 лет, и я живу здесь, в Нижнем Тагиле, на земле Демидовых, как мы любим вспоминать в наших краях. Я вышел на пенсию 7 лет назад со Свердловской железной дороги, где всю жизнь отработал машинистом, водя грузовые и пассажирские составы по этим путям, что пронизывают наш суровый Урал. Сегодня я живу с моим внуком Петенькой, которому 5 лет, в простом, но уютном доме с небольшим садом, засаженным пионами, гордостью моей покойной жены Марии. То, что я собираюсь сегодня рассказать, это история, которая разбила мне сердце. Одна из тех историй, которые, как думаешь, случаются только с другими, но никогда с тобой. Это о том, как невинность ребенка может раскрыть самые болезненные тайны, которые взрослые пытаются скрыть. Все началось теплым январским днем этого года. Я пил свой утренний чай на веранде, ощущая тот особенный морозный воздух, который бывает только на Урале, когда солнце светит, но не греет. Петя играл во дворе, как всегда, после завтрака. Я наблюдал за ним издалека, рассеянно, когда он вдруг подбежал ко мне со своими любопытными глазенками и задал вопрос, от которого у меня мороз пошел по коже. «Деда, а почему бабушка Маша живет под землей?» В тот момент я подумал, что это просто детские фантазии. Моя Маша ведь переехала в дом престарелых. По крайней мере, так мне сказала моя дочь Светлана, когда ей пришлось определить ее туда 3 года назад, после того, как я уже не мог за ней как следует ухаживать. Но Петя продолжил. Она говорит, что ей холодно, и он указал пальчиком на сад с пионами. Я попытался объяснить ему, что бабушка в пансионате, а не под землей, но он настаивал с той уверенностью, которая бывает только у детей. «Нет, нет, она там!» И он снова показал на то же место. Признаюсь, поначалу я не придал этому большого значения. У детей ведь богатое воображение, правда? Но в последующие дни я стал замечать странные вещи. Петя каждый день носил в сад кусочки хлеба. Я видел, как он разговаривает сам с собой возле кустов пионов. Однажды после сильного ливня он вошел в дом в слезах и сказал: «Бабушке не нравится, когда идет дождь, деда. Она говорит, что сильно промокает. А самое странное, Галина, женщина, которая приходит убираться 2 раза в неделю, становилась заметно нервной, когда Петя говорил это при ней. Именно тогда я почувствовал, как что-то сжалось в груди, то самое предчувствие, когда знаешь, грядет беда. И сегодня я решил рассказать эту историю вам, потому что то, что я обнаружил после, изменило мою жизнь навсегда. Я родился здесь же, в Нижнем Тагиле, в 1958 году, в простом деревянном доме в районе Вагон-К, недалеко от заводских гудков. Мой отец, Петр, всю жизнь проработал в шахте, добывая уголь, которым славился наш край. Мать, Анна, была швеей, обшивала всю нашу улицу. Мы жили небогато, но на столе всегда была еда. Наваристый борщ, который казался еще вкуснее в трескучие морозы, пельмени по праздникам и пышные пирожки с капустой, которые мама пекла каждое воскресенье. Я рос, как любой мальчишка того времени. Бегал босиком по двору, летом купался в городском пруду, лазал по деревьям. Мое детство прошло под аккомпанемент заводских сирен и перестука колес поездов, проходивших совсем рядом с домом. Это была простая жизнь, но мы и не знали, что она простая. Для нас она была обычной. Помню, как в 1965 году, когда мне было 7 лет, у нас было сильное наводнение, затопившее весь наш район.
Река вышла из берегов, и вода подошла к самому порогу нашего дома. Отцу пришлось нести меня на плечах, чтобы перебраться в место повыше. Я до сих пор испытываю тревогу, когда небо над Тагилом становится слишком темным. Школа, где я учился, находилась в 3 километрах от дома. Начальная школа имени Гагарина. Мы ходили туда пешком с моей старшей сестрой Татьяной. По пути мы проходили мимо железнодорожной станции, и я всегда останавливался, чтобы поглазеть на паровозы. Именно там и родилась моя мечта стать железнодорожником. Эти огромные машины, шум, дым, рельсы, уходящие в бесконечность, все это завораживало меня. В 1970 году, в 12 лет, я пообещал себе, что однажды стану машинистом. В те времена быть железнодорожником было почетно. Это давало статус, понимаете? Это было почти как быть госслужащим. И я закончил только 8 классов. К учебе душа не лежала, по правде говоря. В 1974 году, в 16 лет, я пошел работать помощником в продуктовый магазин недалеко от дома. Таскал мешки с мукой и развозил продукты по домам. Хозяин, дядя Армен, был строгим армянином, но он научил меня многому – трудолюбию и честности. Именно там я научился ценить деньги, заработанные собственным потом. В конце дня я возвращался домой, пахнущий хлебом и пылью, но с несколькими рублями в кармане, которые были хорошим подспорьем для семьи. Отец заболел в 1976 году. Мне было 18. Антракоз – профессиональная болезнь шахтеров, тех, кто всю жизнь дышит угольной пылью. Легкие забиваются пылью, и человек медленно задыхается. Ужасная болезнь. Мне пришлось взять на себя обязанности по дому раньше, чем я думал. В 1978 году, когда мне было 20, он умер. Тяжелое было время, знаете ли. Но моя мать была сильной русской женщиной, из тех, кого трудности не сгибают. Она стала брать больше заказов на шитье, а я устроился на вторую работу. Днем в магазине, а вечером сторожем в новом доме культуры, который только открылся в городе. Именно в то время я и встретил Людмилу, мою первую любовь. Она была дочерью заведующего местным универмагом. Красивая девушка с длинной русой косой и застенчивой улыбкой. Мы встречались почти год, с 1979 по 80. Я мечтал на ней жениться, но ее отец-номенклатурщик не одобрял парня без образования, сына вдовы, без определенной профессии. В итоге он отправил ее учиться в Свердловск, и наши отношения закончились. Я был разбит. Думал, что никогда больше не влюблюсь. Но именно в этот трудный период и появилась возможность, изменившая мою жизнь. В 1981 году, когда мне было 23, Свердловская железная дорога объявила набор молодых учеников в депо в Нижнем Тагиле. Хоть у меня и не было полного среднего образования, я записался, прошел практику и, к своему удивлению, был принят. Так началась моя история с железной дорогой, которая продлится следующие 36 лет моей жизни. Я и не знал тогда, что на этих путях я найду не только свою профессию, но и любовь всей моей жизни, мою дорогую Марию, и что эта же железная дорога спустя годы приведет меня к открытиям, которые ни один человек не должен делать о своей собственной семье. Именно на вокзале Нижнего Тагила я впервые увидел Марию в марте 1982 года. Мне было 24, и я уже почти год работал помощником слесаря в депо. Она была раздатчицей в вокзальной столовой. Девушка из деревни под Невьянском, приехавшая в Тагил в поисках лучшей жизни после смерти родителей. Маше было 22 года. Темные, густые волосы, собранные в тугой хвост, большие карие глаза и какая-то застенчивая,
трогательная манера говорить, которая покорила меня с первого же приятного аппетита. Каждый день перед сменой я заходил в эту столовую, чтобы съесть тарелку борща и выпить стакан компота. Поначалу мы едва обменивались словами, кроме заказа и благодарности, но понемногу я стал приходить раньше, просто чтобы успеть перекинуться с ней парой фраз. Мы говорили о погоде, о городских новостях, о движении поездов. Она слушала мои рассказы о гудящих тепловозах с таким искренним интересом, будто это были самые захватывающие истории на свете. В мае я набрался смелости и пригласил ее в кинотеатр «Родина». Показывали «Экипаж», который тогда гремел на всю страну. Она, немного смущаясь, согласилась. Это было наше первое свидание. Маша была не похожа на Людмилу, мою первую любовь. Она была проще, приземленнее. Дочь колхозников. Она, как и я, закончила всего 8 классов. 7. Может быть, поэтому мы так хорошо понимали друг друга. Наш роман был стремительным и сильным. В декабре 1982, спустя 9 месяцев, я сделал ей предложение. Мы поженились в марте 1983 года, устроили скромную регистрацию в ЗАГСе, а потом посидели с самыми близкими в нашей крохотной квартире. Мне было 25, ей 23. Нам удалось получить однокомнатную хрущевку в районе Красный Камень. Квартирка была скромная, но Маша обладала удивительным талантом превращать любой угол в настоящий дом. С нашими мизерными зарплатами она творила чудеса. Занавески, сшитые вручную, герань в горшочках на подоконнике, запах свежесваренного кофе по утрам. Это был наш первый совместный дом, наша первая семейная жизнь. В 1984 меня повысили до помощника машиниста. Зарплата немного выросла, и Маша смогла уйти с работы в столовой, когда мы узнали, что она ждет нашу Светлану, нашу единственную дочь. Беременность прошла спокойно, но роды были тяжелыми. Света родилась в декабре 84-го, когда мне было 26, а Маше 24. Маленькая, худенькая, но с такими сильными легкими, что весь подъезд слышал, когда она плакала. Она была копией матери, те же большие, выразительные глаза. Жизнь с появлением дочери изменилась полностью. Раньше я еще мог после работы зайти к друзьям в гараж, пропустить по кружке пива, сыграть в домино. После рождения Светы только работа и дом. Но я ни на секунду не жалею об этом. Видеть, как растет этот маленький человечек, как делает первые шаги, как лепечет папа и мама. Никакие деньги этого не заменят. В 1980 году моя главная мечта наконец-то сбылась. Меня назначили машинистом. Мне было 28, и я сиял от счастья. Помню, как пришел домой с этой новостью, и Маша приготовила праздничный ужин, салат оливье и ее фирменную утку с яблоками. Света, которой было почти 2 года, не очень понимала, что происходит, но хлопала в ладоши, видя, как мы радуемся. Следующие годы были полны работы. Став машинистом, я начал водить поезда на дальние расстояния, проводил по несколько дней вдали от дома. Я уезжал из Тагила и вел составы до Москвы, а иногда и до самого Ленинграда. Маша самоотверженно вела хозяйство и заботилась о Свете, но я знал, что она скучает. Когда я возвращался, всегда привозил подарки. Маше павлово-посадский платок, Свете невиданную в наших краях шоколадку или куклу. Это был наш способ сократить расстояние. В 1990 году, когда страна уже трещала по швам, нам удалось скопить немного денег и получить от завода небольшой дачный участок в 6 сотках. Это была наша сбывшаяся мечта. Простой дощатый домик, но главное — своя земля. Именно там Маша вскоре посадила свои пионы. У нее всегда была легкая рука, как говорили,
зеленые пальцы. Ее пионы — огромные, пышные шапки всех оттенков, от белого до темно-бордового, были самыми красивыми во всем садовом товариществе. Годы спустя этот самый сад станет центром тайны, которую я не мог себе даже представить. Света росла девочкой прилежной и вдумчивой, не в пример нам с Машей. С ранних лет она тянулась к книгам. В 1992-м, когда ей было 8, а мне 34, я однажды вечером зашел в ее комнату и увидел, что она уснула с раскрытой книгой на груди. Это был «Маленький принц». В тот момент я решил, что моя дочь получит все возможности, которых не было у нас. Мы пойдем на любые жертвы, чтобы она получила образование. Так и случилось. В 1996-м Света вошла в подростковый возраст. Ей было 12 лет. Трудное время, знаете ли. Начались 90-е, и мир вокруг изменился до неузнаваемости. Она стала всего стесняться. Нашей простой квартиры, скромной одежды, моей рабочей профессии. Ей хотелось импортные джинсы, кассетный плеер, вещи, которые наша зарплата не позволяла. У нас бывали ссоры, конечно. Но Маша всегда была миротворцем. Она умела сглаживать острые углы между отцом и дочерью. «Она просто растет, Витя», — говорила она. «Потерпи». В 1998-м, когда Свете было 14, произошло событие, изменившее нашу семью. Маша устроилась на работу в швейный цех, открывшийся в городе. Она всегда была отличной швеей, научилась у моей матери. Когда Света подросла, Маша захотела снова работать, иметь свои деньги. Поначалу, признаюсь, мне эта идея не очень понравилась. Я человек старой закалки, воспитанный в советское время, еще придерживался мнения, что место женщины — дома. Но Маша была настроена решительно. И сегодня я понимаю, что это было лучшее решение. Она расцвела на этой работе, обрела уверенность, завела подруг, а лишний доход помог нам дать Свете лучшие условия. Именно на эти деньги мы смогли в 2002 году, когда она заканчивала школу, в 18 лет, нанять ей репетиторов для поступления в вуз. Наша дочь мечтала учиться на юридическом факультете в Москве. Представляете, мы простая рабочая пара. И дочь — юрист. Это было поводом для огромной гордости, но и для беспокойства. Как мы оплатим учебу в столице? К счастью, в 2003 году, когда Свете было 19, она смогла поступить в МГУ, Московский государственный университет. На бюджет, слава богу. Ей пришлось переехать в столицу, что разбило сердце и мне, и Маше. Наша единственная дочь уезжала из дома. Но это была ее мечта, и мы не могли обрезать ей крылья. Мы сняли ей комнату в общежитии, чтобы она жила с другими студентками. Мне было 45, и я брал любые дополнительные смены, чтобы помогать ей деньгами. Маша тоже работала сверхурочно в своем цеху. Каждый месяц мы отправляли ей небольшую сумму, а каждый раз, когда мой маршрут лежал в Москву, я привозил ей огромную сумку с домашней едой, которую Маша готовила с любовью. Банки с борщом, домашние котлеты, пирожки, то, что только мама умеет готовить так, как любит ее ребенок. Наш дом без Светы опустел. Мы с Машей стали еще ближе, заново открыли друг друга. В выходные мы гуляли по набережной городского пруда, ели мороженое, ходили на рынок. По воскресеньям ездили на нашу дачу, где Маша возилась со своими пионами, а я чинил старенький домик. Это была простая, но хорошая жизнь. В 2007 году состоялся выпускной Светланы. Это был один из самых волнующих дней в моей жизни. Мне было 49, Маше — 47. Мы нарядились в нашу лучшую одежду. Я в единственный приличный костюм, а Маша в нарядное платье, которое сшила сама. И поехали в Москву на церемонию. Когда я увидел свою дочь в мантии и конфедератке,
идущую за дипломом юриста МГУ, я не смог сдержать слез. «Соловьева! С дипломом!» Мой отец, который едва умел расписываться, до чего бы он гордился. После выпускного мы надеялись, что Света вернется в Тагил, но она получила предложение о стажировке в престижной московской адвокатской конторе и решила остаться. Большой город уже завоевал ее. Она приезжала к нам на праздники и иногда на выходные, но было видно, что она пускает корни там, строит свою собственную жизнь. В 2009 году Света ошарашила нас новостью, что встречается с молодым человеком по имени Роман, с которым познакомилась на работе. Он тоже был юристом, на несколько лет старше ее. На Новый год она привезла его знакомиться. Мне был 51 год, и я, как и любой отец, поначалу отнесся к нему с недоверием. Роман был коренным москвичом из семьи интеллигентов, всю жизнь учился в элитных школах, совсем другая реальность по сравнению с нашей. Но он обращался со Светой с такой нежностью и уважением, что мое сердце оттаяло. Это было главным. Их свадьба состоялась в 2011 году. Свете было 27, мне 53, Маше 51. Это была красивая церемония в московской церкви. Ничего слишком роскошного, но все было очень достойно. Не то что наша скромная роспись. Маша надела синее платье, которое сшила сама, и была в нем прекрасна. Я взял костюм на прокат. Чувствовал себя в нем немного неловко, но я должен был выглядеть презентабельно, ведя дочь к алтарю. После свадьбы визиты Светы стали еще реже. Они с Романом были полностью поглощены карьерой, работали на износ. В 2012 году им удалось открыть собственную юридическую фирму в Москве. Их жизнь, казалось, шла в гору, в то время как мы с Машей продолжали нашу тихую, размеренную жизнь в Нижнем Тагиле. Именно в 2014 году мы заметили первые перемены в Маше. Ей было 54, мне 56. Началось с мелочей, с небольшой забывчивости. Где оставила ключи? Зачем пошла на рынок? Мы думали, с кем не бывает. Но с каждым месяцем становилось хуже. Она забывала кастрюли на плите. Уходила из дома и не могла вспомнить дорогу назад. Путала имена старых знакомых. Я отвел ее к нашему участковому врачу, доктору Семенову, который знал нашу семью много лет. Он назначил анализы, направил нас к неврологу в Екатеринбург. В апреле 2015-го прозвучал диагноз. Болезнь Альцгеймера с ранним началом. Я был раздавлен. Маша, такая еще молодая, всего 55 лет. Врач объяснил, что обычно болезнь проявляется у людей старшего возраста, но в редких случаях может начаться и раньше. Это был наш случай. Мы рассказали обо всем Свете по телефону. Она была потрясена. Она настаивала, чтобы мы перевезли Машу к ним в Москву, где лучше врачи, но я отказался. Я хорошо знал свою жену. Я знал, что она окончательно потеряется в незнакомой обстановке, вдали от своего дома, от своей дачи, от своих пионов. Я пообещал Свете, что буду хорошо заботиться о ее матери, и так я начал новый этап своей жизни. Теперь в роли сиделки. Я сократил свою нагрузку на железной дороге, чтобы проводить больше времени дома. Я раскладывал лекарства Маши по коробочкам, перестроил весь наш быт, наклеил записки на двери и ящики, чтобы помочь ей ориентироваться. Поначалу еще можно было справляться. У нее бывали хорошие дни, когда она казалась почти той же Машей, что и всегда. Мы совершали небольшие прогулки по району. Она ухаживала за цветами на даче. Мы разговаривали о временах нашей молодости. Но в 2016 году ситуация сильно ухудшилась. У Маши начались приступы возбуждения, особенно по ночам, тот самый синдром заката, о котором говорят врачи. Временами она переставала меня узнавать. Звала своего отца,
умершего десятилетия назад. Просыпалась среди ночи, собираясь на работу. Я перестал нормально спать. Всегда был начеку. В мои 58 лет силы были уже не те. Света стала приезжать чаще, но у нее тоже была своя жизнь, своя работа. В августе 2016-го она принесла нам новость, которая стала лучом света посреди этой бури. Она была беременна. Наш первый внук. Маша, даже сквозь туман своей болезни, поняла новость и просияла. В последующие дни она даже казалась лучше, более ясной. Она начала перебирать нитки и спицы, говоря, что свяжет пинетки для малыша. В марте 2017-го родился наш внук Петр. Света приехала в Тагил, как только ее выписали из роддома, чтобы показать нам малыша. Мне было 59, Маше 57. Это был последний раз, когда я видел свою жену по-настоящему счастливой. Когда ей на руки положили этого крошечного младенца, ее глаза засияли так, как я давно не видел. Она пропела ему колыбельную, качала Петю с такой нежностью. На несколько часов ко мне вернулась моя прежняя Маша. После рождения Пети Света и Роман вернулись в Москву. Состояние Маши продолжало ухудшаться, а я был уже на пределе своих сил. Я решил, что пора выходить на пенсию, чтобы ухаживать за ней полный рабочий день. В июне 2017-го, в 59 лет, после 36 лет работы на железной дороге, я подал документы на пенсию. Было тяжело прощаться с рельсами, но моя Маша нуждалась во мне. Следующие месяцы были самыми тяжелыми в моей жизни. Маша уже почти ничего не могла делать сама. Ей нужна была помощь, чтобы помыться, одеться, поесть. Иногда она не узнавала меня, называла именем своего отца. Были дни, когда она становилась беспокойной, даже агрессивной, то, чего с ней никогда не бывало в здоровом состоянии. В другие дни она часами апатично смотрела в одну точку. Хуже всего были ночи. Она просыпалась дезориентированной, пыталась уйти из дома, говорила, что ей нужно забрать Свету из школы. Свету, которая уже была 33-летней женщиной, матерью семейства. В конце 2017 года Света начала настаивать, что нам следует определить Машу в пансионат для престарелых. Она говорила, что для меня одного это слишком большая нагрузка, что я и сам уже не молод. Я сопротивлялся сколько мог. Я ведь обещал Маше в ее редкие минуты просветления, что никогда ее не оставлю, пока смерть не разлучит нас. «Помнишь?» — говорил я ей. Но правда была в том, что я выдохся. В марте 2018-го произошло то, что окончательно меня сломило. Была дождливая ночь. Я задремал в кресле в гостиной после ужина. Проснулся от того, что входная дверь была распахнута, а Маши нигде не было. Я впав в панику. Выбежал на улицу под проливной дождь, крича ее имя. Почти через час я нашел ее и в 3 кварталах от дома, промокшую до нитки, растерянную, дрожащую от холода. «Я пошла за детьми в школу», — сказала она. В ту ночь, уложив ее в теплую постель и дав лекарства, я плакал, как ребенок. Я понял, что больше не справляюсь. На следующий день я позвонил Свете и согласился искать помощи. Но я настоял, что не хочу пансионат. Я хотел, чтобы кто-то приходил к нам домой и ухаживал за Машей в ее привычной обстановке. Света пообещала все устроить. В апреле 2018-го появилась Галина, женщина лет 50, с опытом ухода за пожилыми. Она приходила каждый день с 8 утра до 5 вечера, чтобы помогать мне с Машей. Это было облегчение — иметь возможность спокойно принять душ, сходить в магазин без спешки, даже просто прогуляться по скверу, чтобы проветрить голову. Галина была хорошим человеком, заботливо относилась к Маше, но скоро стало ясно, что нам нужен круглосуточный уход. В июле 2018-го Света
и Роман приехали в Тагил для серьезного разговора. Они привезли с собой маленького Петю, которому был уже 1 год и 4 месяца. Пока малыш играл на полу, они сделали мне предложение, которое застало меня врасплох. Света была беременна 2-м ребенком, и они хотели, чтобы я с Машей переехал к ним в Москву, в квартиру, которую они купили рядом со своей. И я разрывался. С одной стороны, это означало покинуть наш дом, наши воспоминания, город, где мы прожили всю жизнь. С другой, я был бы ближе к дочери и внуку, и у меня было бы больше помощи с Машей. Я думал несколько дней и в конце концов согласился. Мы сдали нашу квартиру. Продавать я ее не захотел. Это было то, что мы нажили за всю жизнь. И в сентябре 2018-го, в 60 лет, я вместе с Машей переехал в Москву. Поначалу переезд в Москву был для меня ударом. Маленькая квартира в огромном панельном доме, без нашего сада, без дачи, где Маша могла бы возиться со своими пионами. Шум огромного города, вечная спешка — все было чужим. Но близость Светы и возможность видеть Петю почти каждый день скрашивали эту горечь. Маша, на удивление, спокойно перенесла перемену. Возможно, потому что в ее состоянии любое место уже было для нее чужим. В январе 2019-го родилась 2-я внучка, Марина. Маша была уже так слаба, что едва могла удержать ребенка на руках. И все же у нее бывали моменты просветления, когда она улыбалась, глядя на детей. Петя, которому было почти 2 года, был особенно привязан к бабушке. Несмотря на свой возраст, он, казалось, понимал, что она другая, особенная. Он садился рядом с ней на диване, показывал ей свои игрушки, вкладывал свою крошечную ладошку в ее безвольную руку. Но болезнь не дает передышек. В марте 2019-го Маша упала в ванной и сломала шейку бедра. Больница, операция, тяжелое восстановление. Домой она вернулась еще более хрупкой, теперь уже прикованная к инвалидному креслу. Света наняла медсестру, Жозефину, которая приходила каждый день, чтобы я мог немного отдохнуть. Но расходы росли, и моей пенсии на все не хватало. Именно тогда Света с Романом предложили новый вариант. Они достраивали комнату с отдельным санузлом в своей большой квартире и хотели, чтобы мы переехали к ним. Так мы все будем вместе, и им будет проще помогать, и мы сэкономим на аренде. Я, конечно, согласился. В июле 2019-го мы переехали в квартиру Светы. Пете было уже 2,5 года, Марине 6 месяцев. Было хорошо быть рядом с семьей, видеть, как растут внуки, даже посреди этой непрекращающейся скорби, глядя, как моя Маша угасает с каждым днем. Комната была удобной, приспособленной для инвалидного кресла. Медсестра Жозефина продолжала приходить днем, а иногда по ночам оставалась сиделка, чтобы я мог выспаться. Света и Роман работали очень много, уходили рано, возвращались поздно. Дети днем оставались с няней. Я проводил с ними много времени, пока Жозефина занималась Машей. Петя ходил за мной по пятам, любопытный, обо всем расспрашивал. Ему нравилось, когда я рассказывал истории о поездах. И вот в декабре 2020-го я начал замечать, что Света стала какой-то странной, более нервной, раздражительной. Я списывал это на усталость. Работа, 2 маленьких детей, больная мать на руках. Роман тоже казался напряженным. Пару раз я слышал, как они спорят по ночам, как хлопают двери. Я не хотел вмешиваться. Проблемы мужа и жены — это их дело. А в феврале 2021-го Роман ушел. Света, плача, сказала мне, что они расходятся. Говорила, что виной всему работа, что они отдалились друг от друга, перестали понимать. Но я чувствовал, за этим кроется что-то еще. Какое-то невысказанное напряжение. Роман продолжал общаться с детьми, забирал их на выходные.
помогал деньгами, но обстановка в доме полностью изменилась. Света стала работать еще больше. Приходила позже, казалась вечно озабоченной. Деньги, которые раньше не были проблемой, вдруг стали заканчиваться. Она несколько раз обмолвилась, что фирма переживает не лучшие времена, что они потеряли крупных клиентов. В июне 2021-го она пришла ко мне с тяжелым разговором. Она больше не может оплачивать услуги медсестры на полный день. Нам придется сократить ее визиты до нескольких часов в день. Мне было уже 63. Я устал, но я снова взвалил на себя основную часть забот о Маше. Моя жена, она уже не говорила, почти не открывала глаз, питалась через зонт. Но это была моя Маша. Та самая, что когда-то подавала мне компот в вокзальной столовой, что шила занавески в нашу первую квартиру, что с такой любовью растила пионы на даче. Ради нее я был готов на все. А в августе 2021-го Петя, которому было 4,5 года, начал говорить странные вещи. Однажды днем, наблюдая за его игрой во дворе, я увидел, как он подошел к клумбе, которую Света разбила в честь маминых пионов, и начал с кем-то разговаривать. Я подумал, что это детские игры, воображаемый друг. Но тут он подбежал ко мне и сказал то, что меня озадачило. «Деда, а бабушка Маша спрашивает, почему ты больше не приходишь с ней разговаривать там, в саду?» Эта фраза Пети меня встревожила, но я постарался не придать ей значения. Однако в последующие дни его странные беседы у клумбы продолжались. Однажды, в сентябре, я отдыхал на веранде и увидел, как внук стоит на коленях у клумбы и закапывает в землю кусочки печенья. Я тихо подошел и спросил, что он делает. «Я кормлю бабушку Машу, деда. Она говорит, что голодная». По спине пробежал холодок. Маша была в комнате с сиделкой. Как Петя мог так перепутать? Я попытался объяснить ему это, но мальчик с непоколебимой детской убежденностью настаивал. «Нет, это бабушка Маша, деда», — он показал на дом. «А там другая бабушка Маша, та, что живет вот здесь, внизу». В этот момент что-то внутри меня дрогнуло. Зародилось страшное подозрение, но оно было настолько абсурдным, что я тут же постарался его отогнать. Должно быть, это просто детское воображение. Но почему именно такое? Почему под землей? Я стал наблюдать внимательнее. Петя всегда подходил к одной и той же клумбе, всегда говорил там с кем-то. Однажды после сильного октябрьского ливня я застал его за тем, что он убирал мокрые листья с земли. Бабушке не нравится, когда очень мокро, деда. Она говорит, что внутрь заливает вода. Я пытался поговорить об этом со Светой, но она всегда казалась слишком занятой, слишком издерганной. «Пап, это просто фаза такая. Дети придумывают себе воображаемых друзей». Но что-то в ее взгляде заставляло меня чувствовать себя неуютно. Бегающие глаза, спешка, с которой она меняла тему. Галина, сиделка, которая теперь приходила 3 раза в неделю, тоже вела себя странно, когда Петя говорил это при ней. Я не раз видел, как она украдкой крестится. Когда я попытался затронуть эту тему, она ответила уклончиво. «Дети видят то, чего мы не видим, Виктор Петрович. Лучше не лезть. В ноябре 2021-го я решил сам все выяснить. Я дождался дня, когда Света повезла детей к врачу, а Маша спала после обеда. Я пошел к той клумбе и начал внимательно ее осматривать. Это была красивая, ухоженная клумба, очень похожая на ту, что была у Маши на даче. Света всегда говорила, что посадила эти пионы в память о материнском саде. Осматривая ее, я заметил нечто странное. В углу клумбы, наполовину скрытый большим кустом, стоял маленький крестик, сделанный из 2 палочек, связанных бечевкой. Такой, какой мог сделать ребенок. Мое сердце заколотилось. Что здесь происходит?
Следующие недели я наблюдал, собирая крупицы тревожных улик. Петя продолжал свои беседы. В один из таких разов, в декабре, мне удалось подойти достаточно близко, чтобы расслышать, что он говорит. Мальчик шептал, будто делясь секретом. «Мама сказала, что нельзя рассказывать дедушке. Но я знаю, что ты здесь, бабушка». Мама рассердилась, когда я сказал. «Но я знаю, что это правда». Это было как удар под дых. Что Света не хотела, чтобы Петя рассказывал? Что моя дочь скрывала от меня? Я был одержим этими вопросами. Здоровье Маши в комнате продолжало ухудшаться. Она уже не открывала глаз, не реагировала на прикосновения. Только слабое дыхание говорило о том, что она еще жива. Врачи сказали, это вопрос времени. В январе 2022 на Москву обрушились сильные снегопады. В одну из таких бурных ночей в доме отключили свет. Света была на какой-то рабочей встрече. Я был один с детьми и с Машей. Петя, которому было почти 5, казался особенно взбудораженным в ту ночь. Когда я укладывал его спать, он крепко сжал мою руку и прошептал: «Дедушка, бабушка Маша в саду боится метели. Она говорит, что ее всю заметает снегом». В этот момент я принял решение. Как только рассветет, я поговорю со Светой. Мне нужна была правда, какой бы мучительной она ни была. На следующее утро я дождался, пока няня уйдет с детьми на прогулку, а сиделка начнет утренние процедуры с женщиной в той комнате. Я позвал Светлану в гостиную для серьезного разговора, прежде чем она уйдет на работу. Она попыталась отговориться, сказала, что опаздывает, но я настоял. Мой голос был таким, какого она никогда раньше не слышала. Мы сели, и я посмотрел ей прямо в глаза. «Света, что случилось с твоей матерью?» Она растерянно моргнула. «Пап, ты о чем? Мама в комнате. Галина сейчас с ней». «Я не про эту женщину», — сказал я. И каждое слово давалось мне с трудом. «Я говорю про ту Марию, которая, по словам твоего сына, похоронена в саду. Лицо моей дочери потеряло все краски. Оно стало белым, как больничная стена. Она открыла рот, чтобы что-то сказать, но не издала ни звука. Я видел, как ее руки, лежащие на коленях, начали мелко дрожать. После молчания, которое показалось мне вечностью, она зарыдала. Это был не плач обиды или усталости. Это был судорожный, отчаянный, животный вой человека, загнанного в угол. Я никогда не видел свою дочь такой, даже в детстве. Сквозь всхлипывание Света наконец заговорила. «Прости меня, папа. Прости, пожалуйста. Я не знала, что делать. То, что она рассказала мне в следующие несколько минут, перевернуло мой мир. История была настолько чудовищной, настолько неправдоподобной, что в любой другой ситуации я бы счел ее бредом сумасшедшего. Но отчаяние в ее глазах не оставляло сомнений. Мария, моя Маша, никогда не была в пансионате. После моего выхода на пенсию, когда ее состояние резко ухудшилось, Света втайне от меня перевезла ее в Москву. Это случилось еще в августе 2017-го, а не в 22-м, как она мне сказала. Она наняла сиделок, оборудовала комнату в своей квартире, все втайне от меня. А она говорила, что я и так был на пределе, что так будет лучше. Она говорила это сейчас, захлебываясь слезами, а я слушал и не верил своим ушам. Затем Света рассказала то, что сокрушило меня окончательно. В конце 2018 года у Маши, помимо Альцгеймера, случился обширный инсульт. Он страшно исказил ее черты. Она стала полностью зависима от аппаратов, питалась через зонд, постоянно нуждалась в кислороде и полностью потеряла сознание. «Она перестала быть похожей на себя, папа», — шептала Света, — «даже физически. Врачи сказали, что никогда не видели, чтобы болезнь так меняла человека». 3 года Света ухаживала за матерью втайне, пока я верил, что Маша в хорошем пансионате. Когда я переехал в Москву,
А она придумывала любые отговорки, чтобы я не мог навестить ее. Карантин по гриппу, ремонт в корпусе, строгие правила посещения. А я, доверяя своей дочери, верил всему. Но самая страшная часть истории была впереди. В апреле 2020-го, в самый разгар пандемии, Маше стало совсем плохо. Пневмония. Света не смогла найти для нее место в больнице. Все было переполнено. Моя Маша умерла дома, на руках у дочери, а я даже не знал, что она была больна. Света, в отчаянии и без денег, их фирма была закрыта из-за локдауна, Роман потерял большую часть клиентов. Приняла чудовищное решение. Она не зарегистрировала смерть, не устроила похороны. С помощью Романа она похоронила Машу во дворе их дома, на том самом месте, где потом посадила пионы. «Зачем, Света? Зачем?» — прохрипел я, раздавленный этим ужасом. «Ее пенсия, папа», — ответила Света едва слышно. «Мы остались совсем без дохода, с 2 маленькими детьми на руках. У меня не было выбора». Она продолжала объяснять, что это должен был быть временный план, только чтобы пережить самое тяжелое время. Но месяцы шли, ситуация не улучшалась, и рассказывать правду становилось все страшнее. Как объяснить, что они держали тело, захороненное во дворе, столько времени? Как оправдать незаконное получение пенсии за умершего человека? Петя, которому тогда было 3 года, все видел. Слишком маленький, чтобы понять, что на самом деле происходит, но достаточно взрослый, чтобы запомнить образы, чтобы знать, что бабушка Маша живет под землей. Света заставила его пообещать, что это будет их секрет. Роман не выдержал давления, угрызений совести. Именно это, а не проблемы на работе, стало причиной их разрыва. Он хотел рассказать правду и похоронить Машу по-человечески. Света отказалась, боясь последствий. Он ушел, но так и не заявил никуда из-за детей. Когда я дослушал всю эту историю, я долго молчал. В голове гудело, сердце разрывалось на части. Моя Маша, моя спутница жизни, похоронена как животное во дворе, без прощания, без молитвы, без уважения, которого она заслуживала. Но хуже всего было осознавать, что все это время я жил во лжи. Та Мария, за которой я ухаживал в той комнате, была не моей женой. Она была незнакомкой. Первой моей мыслью после шока был вопрос: кто она? Кто та женщина в комнате? Та, за которой я ухаживал с такой любовью, веря, что это моя Маша. Света глубоко вздохнула, прежде чем ответить. Ее зовут Антонина. Она жила в хосписе, где я была волонтером. У нее тяжелая форма деменции, и у нее никого нет. Когда я ее увидела, я была поражена, насколько она похожа на маму. После инсульта. Тот же рост, телосложение, седые волосы. Даже овал лица. Словно я нашла маминого двойника. Когда Маша умерла, Свете пришла в голову эта дьявольская идея. Она забрала Антонину из хосписа, сказав, что обеспечит ей временный уход на дому. Она призналась, что даже подкрашивала волосы Антонины в тот оттенок, который носила Маша, и одевала ее в мамину одежду. Постепенно она внушила мне, что нужно называть ее Машей, говоря, что это ее успокаивает. Поскольку настоящая Маша в последние годы уже не говорила и не открывала глаз, я не заметил подмены. «Мама была так неузнаваема, папа», — твердила Света, пытаясь оправдать неоправдываемое. «Со всеми этими трубками, кислородной маской. Кто угодно не узнал бы. Я думала, так будет легче, папа. Ты бы продолжал о ком-то заботиться, у тебя была бы цель, а я могла бы сохранить мамину пенсию. Я почувствовал ярость, какой не испытывал никогда в жизни. Ярость на собственную дочь. Я встал, подошел к окну, пытаясь дышать, пытаясь не взорваться. Снаружи клумба с пионами, казалось, смотрела на меня, охраня свою страшную тайну. Я хочу поговорить с Романом,
сказал я наконец. Света позвонила бывшему мужу, и он приехал немедленно. Он все подтвердил, добавив детали, которые Света опустила. Их финансовое положение было намного хуже, чем я представлял. Они погрязли в долгах, фирма была на грани банкротства. Он выглядел искренне раскаивающимся. Сказал, что больше не мог жить с этим секретом, что ему снятся кошмары. Пока они говорили, в моей голове сформировалась одна единственная ясная мысль. Я должен устроить моей Маше достойные похороны. Она заслуживает покоя, а не позорного секрета во дворе. «Я хочу ее выкопать», — сказал я, прерывая их разговор. «Сегодня ночью». Света в ужасе широко раскрыла глаза. «Папа, мы не можем. Это незаконно. Нас раскроют. Мы все сядем в тюрьму». «Мне все равно», — твердо ответил я. «Твоя мать заслуживает достойной могилы. Я не оставлю ее в этом дворе, как будто она животное». Роман, на удивление, встал на мою сторону. «Он прав, Света. Мы и так слишком долго с этим тянули. Нужно поступить правильно». После долгого, тяжелого спора мы пришли к соглашению. Мы дождемся ночи. Роман достанет небольшой погребальный ящик. У него был знакомый в ритуальном агентстве. Мы эксгумируем тело Маши, поместим его в ящик и на следующий день поедем в Нижний Тагил. Там, с помощью моего старого друга, работавшего на кладбище, мы похороним ее в семейной могиле, где лежат мои родители. План был рискованный, но это был единственный способ придать этой ситуации хоть какое-то подобие достоинства. Ночь опустилась на город, тяжелая и влажная, словно само небо разделяло нашу скорбь. Мы уложили детей спать пораньше. Я попросил няню остаться с ними и с Антониной, сказав, что нам нужно срочно съездить по неотложному семейному делу. Около 10 вечера, когда многоэтажка затихла, мы втроем вышли в сад. Роман принес лопаты и фонари. Света была бледной, ее била дрожь, но она была полна решимости помочь. Мы начали копать в том месте, куда всегда приходил Петя, рядом с маленьким крестиком из палочек. Работа была тяжелой, особенно для меня в мои 64 года, но адреналин и отчаяние придавали мне силы, о существовании которых я и не подозревал. Воздух был холодным и неподвижным. Единственными звуками были глухие удары лопат, а мерзлую землю и наше прерывистое дыхание. Никто не проронил ни слова. Спустя почти час копки лопаты Романа ударилась обо что-то мягкое. Мое сердце замерло. Это была ткань. Белый саван. Мы стали осторожно разгребать землю вокруг. Это был небольшой сверток, меньше, чем я ожидал. Света начала беззвучно плакать, закрывая рот рукой. Со всем уважением, которое только было возможно в этой абсурдной, чудовищной ситуации, мы извлекли сверток из земли. Роман открыл принесенный им ящик, обитый изнутри чистой тканью. Прежде чем переложить останки, я попросил минуту. Я опустился на колени. Там, в слабом свете фонаря, я тихо заговорил со своей Машей. В последний раз в этом проклятом саду, где она была тайно погребена. Я попросил у нее прощения за то, что меня не было рядом в ее последние минуты. За то, что не уберег, не догадался. Я пообещал, что у нее будет достойное место упокоения рядом с моими родителями. Я плакал, как ребенок, давая волю всей той боли, всей ярости, всему горю, которое я не смог прожить, когда она по-настоящему ушла. После этого мы с помощью Романа перенесли останки в ящик, засыпали яму землей, пытаясь оставить все как было. Света посадила сверху несколько новых саженцев пионов, чтобы скрыть потревоженное место. В ту ночь я не сомкнул глаз. Я сидел в гостиной, охраняя маленький ящик, в котором находились останки женщины, с которой я разделил более 35 лет своей жизни. Рано утром на рассвете мы выехали в Нижний Тагил. Я, Света и Роман. Дети остались с няней.
Путешествие на машине было молчаливым, тяжелым. Света тихо плакала на заднем сиденье. Роман вел машину, сосредоточенно глядя на дорогу. Я держал ящик на коленях, словно хрупкое сокровище. Мы добрались до Тагила к обеду. Мой старый друг, Николай, ждал нас у ворот городского кладбища. Он не задавал вопросов, когда я объяснил, что хочу похоронить прах Маши в семейной могиле. Маленькая, необходимая ложь. Как бывший работник кладбища, он знал все входы и выходы. Он помог нам открыть склеп и поместить ящик внутрь, рядом с моими родителями. Это была простая, импровизированная церемония. Только мы вчетвером у могилы. Мы прочитали «Отче наш». Света положила небольшой букет пионов, который купила по дороге. Роман почтительно стоял в стороне, давая нам уединение в этот момент. Когда тяжелая плита закрылась, я почувствовал, как огромный груз, который давил на меня все это время, наконец-то сдвинулся с места. Моя Маша была дома. Мы вернулись в Москву той же ночью. В машине, на обратном пути, мы, наконец, заговорили о будущем. Света призналась, что незаконно получала пенсию матери почти 2 года. Она сказала, что готова сдаться властям и понести наказание. Я попросил ее не делать этого. Ради детей. Они и так уже столько потеряли. Отец ушел из дома, а теперь они могли лишиться и матери. После долгого обсуждения мы пришли к соглашению. Света вернет все до копейки, полученные незаконно, даже если для этого придется продать квартиру, машину, все, что у них было. Роман, который к тому времени нашел новую работу и начал поправлять свои дела, предложил помочь. Что касается Антонины, я решил, что буду продолжать заботиться о ней до ее последнего дня. Она не была виновата в том, что ее втянули в эту паутину лжи. В последующие месяцы наша семья прошла через глубокую трансформацию. Света продала свою большую квартиру и переехала в жилье поменьше. Они с Романом снова начали работать вместе, пытаясь восстановить фирму и расплатиться с долгами. Я снял небольшую квартиру поблизости, где жил с Антониной. Теперь все знали, что она не моя жена, а просто одинокая женщина, о которой я решил позаботиться. Пете, которому тогда было 5 лет, мы, как могли, объяснили, что бабушка Маша очень сильно болела, а теперь улетела на небо и отдыхает в красивом месте в Тагиле, и что она больше не живет под землей во дворе. Он перестал говорить о бабушке из сада. Последующие годы были временем восстановления, попыткой исцеления. Мои отношения со Светой, конечно, пострадали. Доверие, однажды разрушенное, трудно восстановить. Но она была моей единственной дочерью, матерью моих внуков. Ради них я пытался простить. Пытался понять, что отчаяние может толкнуть хороших людей на ужасные поступки. Роман и Света так и не возобновили свой брак, но сохранили рабочие и дружеские отношения ради детей и дела. Он сыграл ключевую роль, помогая ей урегулировать ситуацию с пенсионным фондом, вернув деньги так, чтобы избежать уголовного преследования. А я постепенно находил новую цель. Я посвятил себя заботе об Антонине. Она тихо угасла в мае 2023 года в возрасте 83 лет